Слава Богу, Церковь, приветствую вас, драгоценная невеста Христова. Я хотел бы, чтобы это слово было от Бога, потому что, кто-то считает, что любое слово читаемое, оно от Бога, но это от нас зависит, насколько мы воспринимаем его, будет оно от Бога или это будет слово человеческое. Потому что вчера интересное свидетельство было, друзья, хочу просто поделиться. Простое очень, как все Слово Божье. Вчера пастор церкви «Новая жизнь» Мацола Исхаэл на конференции, «Слово жизни», да? Да. А я как сказал? Да. Хорошо. Такое свидетельство было, говорит, однажды я задержался, говорит, в молитвенном доме, и уборщица заглядывает. Говорит, простите, пастор Мацола, я. Да, говорит, заходи. Слушай, расскажи, как ты уверовала. Она говорит, мне, говорит, человек зашел, говорит, сказал просто 2 слова, остальное, говорит, сказал Господь. И он говорил о том, как нам надо свидетельствовать, что это просто подойти к человеку, поздороваться. И он рассказал много примеров, как это в его жизни происходит. Это, именно это свидетельство, оно мне показалось интересным, потому что действительно, друзья, мы можем сказать всего 2 слова для спасения человека. Может даже больше. Он говорит, что к отцу его отец был известный лыжник. И однажды он с другом прогуливался по городку, в котором они жили. И женщина узнала его и назвала его по имени, и произнесла, ты должен быть спасен. Он ее оттолкнул, и каждый день он думал над этими словами, ты должен быть спасен, ты должен быть спасен. И однажды, спустя много лет, он все-таки принял Христа. Он даже сыну своему рассказывал, когда еще он маленький был, но еще не был верующим. Женщина странная подошла там. А в итоге он размышлял, и это слово достигло, он спасся. Он стал даже больше, он стал пастором в том городе, в котором жил. Такие вещи, они простые очень. И я правда думаю, что если наш слух открыт, если наше сердце открыто, какие-то 2 слова нам скажет кто угодно, диктор телевидения даже может сказать. Но Бог поговорит больше, если мы ищем Бога и ждем Бога. Даже ослица говорит, да. Я сегодня об этом хотел поразмышлять с вами, просто такое вдохновение пришло поговорить на эту тему. Откроем с вами Матфея 27, с 51 стиха. Мы недавно с вами праздновали День Пасхи, и я этим словом делился в Удровском районе, там как раз на пасхальные торжествах был там, и говорил это слово. Сегодня хочу поделиться со своей церковью. Когда же, 51-й, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святый град и явились многим. Все прочитали, да? Интереснейшее место Писания, друзья. Интереснейшее. Но странно, что он очень короткое, это место Писания. И только у Матфея встречается, никто больше из евангелистов не засвидетельствовал об этом. Если задуматься, произошло что-то такое сверхъестественное. Глубоко сверхъестественное. Представьте, во время распятия Христа, во-первых, произошло землетрясение, мы знаем, разверзлась завеса в храме надвое, и тому есть определенное значение, мы всегда говорим об этом, когда упоминаем. Но очень мало обращаем внимание на это местописание, потому что оно странное. И гробы отверзлись, то есть камни отвалились, и усопшие святые вышли из этих гробов и явились многим. Так просто написал. Для Матфея это просто. Но заметьте, никто больше из евангелистов не писал. На самом деле, потому что для меня, если бы у нас такое произошло,
Даже само событие в Сыктывкаре, землетрясение, да, само по себе уже такое грандиозное событие. Но если при этом еще полкладбища в город придут, вот, и явятся многим, это будет тихий ужас. И, наверное, запомнится надолго. Так или не так? Вот в Писании только в одном месте мы читаем, и то очень коротко об этом. Почему это событие никак не повлияло вообще на ход истории? Оно никак не запечатлилось ни в одних других аналах истории, ни Иосиф Флавий об этом не вспомнил, ни другие историки об этом не упомянули. Но ведь это правда. Если я читаю в Библии, это правда или это какое-то духовное значение, направленное в будущее, кто как трактует? Или мы верим, что так произошло в тот день? Что не просто землетрясение произошло и завеса разорвалась, может, какие-то разрушения произошли, но что мертвые воскресли в тот день. И немало. И написано, что это не просто мертвые, а святые. То есть это известные люди, почитаемые в Израиле, я так понимаю слово «святые», что в том контексте того времени значило. И они были известны для них, потому что они были узнаваемы, они пришли и явились многим. Слово «многим» говорит о том, что это не единичный случай было, а там вообще-то это было массово. Но тишина, история молчит. Все остальные евангелисты не упоминают, а значит, я предполагаю, что это событие, либо оно ложное, его не было, либо оно не произвело никакого действия на израильский народ. Я все-таки склоняюсь, друзья, что это правда. Раз написано в Библии, то все я привык считать здесь правдой, и это событие реально было. Оно никогда больше не повторялось в истории людей. Мы больше не читаем нигде, ни в истории ни одного общества, ни даже в современном обществе, где много чудес и знамений происходит. Никогда массово мертвые не воскресали, только в фильмах ужасов. Опять хоррор, Мирослав будет сейчас рассказывать здесь. Только в фильмах ужасов мы это смотрим, и как бы вот, мы понимаем, что это так, развлекуха. Вот. И вот я начал размышлять внутри себя, что же это за слово такое, вот, что это, почему. И потом я вспомнил слова Христа, который упрекал иудеев за неверие. Он говорил: «Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если столько чудес и знамений, как было явлено тебе, было явлено в Тире и Сидоне, то они давно бы в пепле покаялись». Помните эти слова, да? И я размышляю, о чем говорит Иисус? А Он говорит о том, что на самом деле, даже если бы не разверзлись гробы и мертвые не вышли, сколько чудес и знамений совершил Иисус Христос среди израильского народа. Но многие ли уверовали? Все Евангелие, которое мы читаем, все 4 Евангелия, они просто наполнены этими чудесами и знамениями. Воду в вино превратил, мы поем, да? Хлеб приумножил, 2 раза накормил, а может быть и больше, не все вошло. Больных всех исцелял. Написано, всех, кого приносили, кто был одержим нечистым духом, изгонял всех бесов. Ни одного фиаско не написано, да, где он не смог изгнать. Нет, 1 раз написано, что он в своем собственном селении не смог это сделать. Почему? Есть причина: по неверию их. По неверию их. Ага, запомню этот момент. Вот. И когда я подобным образом связываю все эти цепочки вместе, думаю, есть все-таки особая причина, почему же и Израиль не уверовал, среди которого было столько явлено чудес и знамений. И я склоняюсь к одной версии, которую вы, может быть, не примете, но хочу, чтобы просто вот как версию восприняли и поразмышляли вместе со мной. Во-первых, кто такой был Израиль? Это был народ Божий, как они считали. Они были в этом убеждены и утверждены. И они были настолько в этом утверждены, что когда явился сам Бог, Он им не понадобился на самом деле. Они его презрели, пренебрегли им. Вот. Потому что им хватало того спасения, того представления о Боге, которое они имели. А что это есть? Это есть не что иное, как религия. И вот сегодня, если мы начнем рассматривать все эти вещи, просто я не буду тратить ваше время, я просто хочу сказать, что религия
она мешала Иисусу Христу. Она мешает и сегодня, на самом деле. Вот эту мысль я хочу сегодня с вами рассудить над ней. Я вот вначале просто озвучил это, а сейчас попытаюсь в этом разобраться. Действительно, хорошо, что я сегодня с микрофоном и не привязан, да, не кафедральный проповедник. Вот. Действительно, я размышляю, а что вот иудеи по всему Писанию видели, они Иисуса, в общем-то, всерьез не воспринимали. А им хватало того, что они спасенные. Фарисеи вообще возмущались, когда Иоанн Креститель говорил о крещении, говорит, мы дети Авраама. И Иисусу говорили, мы тоже дети Авраама, мы не от блуда, как ты, родились и прочие вещи. Они пренебрегали им, пренебрегали той вестью, потому что у них вот эти твердыни, о которых сегодня отчасти пастор говорил, вот, ограничивающие вот эти убеждения, которые у них были, они им мешали воспринять что-то новое. И Иисус об этом четко говорил, говорит, вино новое не вливается в мехи ветхие, и к ветхой одежде ни заплаты новые не ставят, да. То есть вот эти вещи нам помогают понять, что на самом деле религия, в которой пребывал весь Израиль, весь иудейский народ, вот те, кто такие, знаешь, махровые, вот, они были, по сути, сектанты. Они вот услышали когда-то вот то учение, которое с горы принес им Моисей, в этом утвердились и в этом остались. Хотя Бог многие века еще говорил через пророков, и пытался через пророков влить в них что-то новое. Какие-то новые вещи, потому что менялись времена, менялись события, менялась атмосфера, и Богу постоянно нужно было обновлять тех людей в понимании того, что вокруг них происходит. Но они придумали себе кучу заповедей на фоне тех, которые принес Моисей, они еще кучу толкований придумали и сами в этом развивались. Но по сути не развивались, а у них произошла стагнация в развитии. Для них все, произошел канон этот, они его в канон определили и в этом пребывали. И знаете, таких людей очень трудно было растормошить. Очень трудно пробиться с чем-то новым. Нам этого достаточно. Я вот сегодня смотрю на современную церковь. Вы знаете, вот этот дух религии, ведь за каждым вот такими вещами стоит определенный дух. Он, наверное, наиболее опасный для церкви. Знаете, не дух наркомании, не дух алкоголизма, о котором сегодня там многие рассуждают, не какой-то дух там болезни и прочих вещей. Эти духи, они больше направлены, знаете, и борются с внешними людьми. И поражают внешний мир. Мы с вами спасенные люди. И, по сути, в нашей жизни произошло главное. Но вот дух религии, он как раз старается поразить сегодня спасенный народ, церковь. И чтобы через церковь не происходила трансформация, чтобы через церковь не происходили изменения. Сегодня, знаете, церковь, если она религиозная, я не о нашей церкви говорю в целом, чтобы вы понимали. Я сегодня не бросаю камень в наш огород, потому что я вижу, что у нас все-таки ситуация такая не безнадежная в церкви, слава Богу. Слава Богу. Пастор успокоился, в напряжении сидел до этого. Вот. Но, возлюбленные мои, я не исключаю того, что среди нас есть религиозные люди просто. Церковь в целом может быть не религиозна, но отдельные личности религиозны, потому что очень просто стать религиозным человеком. Достаточно, я даже одно место вам прочитаю, чтобы вот просто на фоне этого места понять, религиозные мы или нет, чтобы вы сами себя могли сейчас протестировать. Хотите или нет? Интересно, да? Давайте, это тут же у Матфея, в 5 главе. И он, со 2 стиха, «И он, отверши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вот много говорилось уже, наверное, проповедей по поводу Нагорной проповеди, но сегодня вот я читаю заново и думаю, Господи, так вот хорошие места, они нам помогают понять, каким должен быть христианин, блаженным, да, счастливым он должен быть. Блажен, счастлив христианин, который не считает себя духовно состоявшимся, духовно достигшим, который не считает себя достаточно духовным. Вот я как бы перевел это слово. Он счастлив, потому что он будет развиваться. Он увидит Царство Небесное. Вот религиозный человек
Это тот человек, который считается духовно достигшим, достаточно духовным человеком. И я вот иногда наблюдаю за церковью, да, я вот смотрю, что проповедь вроде звучит. Вроде человек в церковь, вот сегодня спросил, зачем вы пришли в церковь? Саша такой хороший вопрос задал. А зачем мы приходим в церковь, да? И, ответ очевиден. Но если честно признаться, то некоторые из нас приходят, чтобы просто поддержать свою религиозность. Мы так привыкли, с детства водили, потом старше стали, приходим, уходим. И я просто иногда вижу, кто как слушает. Кто-то в телефоне во время проповеди сидит, там ленту читает, кто-то там разговоры в коридоре, кто-то... В общем, не для всех ценность слова, потому что... Почему? Да потому что он достаточно духовный человек в своих глазах. Что нового скажет человек, которого я знаю? Тот же Мирослав. Я знаю, о чем он сейчас. Опять какие-то радикальные вещи будут неприятные говорить уже, я не знаю. Побуждать к чему-то. А этот я тоже знаю, о чем будет говорить. Я уже много лет в церкви, я знаю, кто о чем говорит. Что нового могут сказать те люди. Примерно... Вы знаете, я себя ловил на этом. Я очень часто себя ловил на этом. Я когда садился в задний ряд и смотрю, какие-то мысли блуждающие приходят, я о чем-то другом думаю. А внутри понимаю, что у меня некое такое внутреннее предубеждение или пренебрежение говорящим. Простите меня, братья-проповедники, братья-служащие, я просто говорю как есть. Потому что, я уже не ожидаю внутренне, не ожидаю уже ничего от этих людей, потому что, мне кажется, все, что могли, они сказали. Нового ничего не скажут. И потом я каюсь в этом, потому что я понимаю, что мы же читаем Слово Божье. Я вчера еще раз в этом утвердился. Даже 2 слова каких-то из Писания, если ты ждешь что-то от Бога, если ты духовно нищий человек, то есть не считаешься духовно достигшим, ты обязательно в каждое служение услышишь для себя хлебушек получишь. Ты получишь хлебушек. Это важная вещь, которую я хочу просто сегодня донести. Я никого не обличаю, возлюбленные. Примите сегодня просто как будто, знаешь, как вчера говорилось, я говорю среднестатистическому россиянину. Это не обидно, когда среднестатистическому скажешь, все из нас среднестатистические, и при этом никому лично это не звучит. На самом деле, когда мы приходим сюда, на это место, и если мы пришли сюда не просто по привычке, и Библию мы читаем вечером 1 главу, как учили когда-то, когда мы пришли в храм. Ты же Библию читай хотя бы по 1 главе в день. Мы это соблюдаем четко. И молимся каждый вечер, и, возможно, даже с детьми соблюдаем эти вещи. И в церковь по воскресеньям ходим. И даже сейчас стали на домашнюю группу ходить. Но иногда, друзья, это просто какое-то становится рутиной и для поддержания собственной религиозности. Как хотите. Мы при этом уже, мало, как сегодня брат сказал, мне понравилось, что мы с раннего утра, ищем Бога, чтобы узнать Его пути. Чтобы узнать Его пути. Правильно. Правильная мотивация. Я хочу, чтобы мы к этому вернулись. Чтобы мы не просто поддерживали свою религиозность, поступая в тех ограничивающих убеждениях, которые мы получили в начале, в 90-х годах. Поступать так, и все, ты верующий человек. Но мы каждый день, приходя, каждое утро вставая, мы чего-то ждали от Бога, мы были нищие. Мы понимали, что Бог хочет сегодня восполнить. Бог хочет сегодня восполнить твою нищету. Будь нищим. Не считай себя духовно достигшим. Не считай себя духовно достаточно духовным человеком. Это тот ключ, чтобы нам сегодня не быть религиозными людьми. Читаем дальше. Блаженные плачущие, ибо что? Они утешатся. Вы знаете, мы думаем иногда, что если бы у нас, мы для того в церковь ходим, что все у нас было хорошо. Что все у нас было хорошо. Но знаете, секрет в том, что когда у нас все будет хорошо, мы перестанем плакать с вами. А когда человек плачет? Когда он переживает. Он переживает. Друзья, Бог говорит, мы счастливы, если будем переживать. Мы будем счастливыми людьми, если мы неравнодушны к тому, что происходит. Мы иногда настолько черствеем, что даже к собственным проблемам становимся равнодушны. И не боремся. Но когда мы переживаем, и не только за себя, за других переживаем, мы плачем, Бог обещает, они утешатся, потому что во время этих переживаний мы серьезно обращаемся к Богу. Кто переживания имеет в жизни своей? Давайте признаемся, что слава Богу. Друзья, это хорошее. Не ищите
легкой, спокойной жизни без переживаний. Ее не должно быть у нас. Потому что мы будем несчастные люди, если у нас... Что? Хорошее дополнение. Да, переживания не всегда от печали. Я совершенно согласен. Мы должны быть живыми с переживаниями. С переживаниями. Поэтому не избегайте этого. Не ищите такой, знаете, вот ровной жизни. Этого не должно быть на самом деле у нас. У нас должны быть переживания. Они нас двигают вперед. Мы тогда будем счастливыми людьми, не религиозными. Дальше. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ну вот, знаете, у каждого, наверное, собственное представление о кротости. Вот у меня представление о кротости — это тот человек, который не станет, кроткий человек, он чаще всего не будет там высокомерным, да, он не будет учить других с позиции высокого своего положения, с позиции знания. Вот. Я иногда вижу людей, которые так Библию знают хорошо. Прямо Слово Божие отлетает от уст. Но я вижу другое, что это Слово, оно не изменило их жизнь. Они не переживают этого Слова в реальности жизни. Они просто его заучили. Понимания нету. И они пытаются меня учить этим Словом. Еще поправляют меня, когда я, допустим, не точно какую-то произнес фразу из Библии. Где-то вот слово одно забыл. Я вот замечаю, если слова Иисуса будете читать в Новом Завете, они не соответствуют ветхозаветным высказываниям. Не буквально. Может, проблема перевода, но я думаю, проблема не в переводе. Проблема в том, что Иисус доносил суть. И я когда, с кафедры здесь или в личной жизни кому-то, слова пытаюсь из Библии, у меня нет такой памяти хорошей. Я никогда не пытался заучивать слова. Хотя меня учили в начале пути, учи золотые стихи, учи слова. Я никогда не понимал, зачем. Вот. Но это же твое оружие. А что, если я своими словами скажу свое понимание? И меня всегда это выручало. Знаете, когда перед экзаменами все зубрили в школе, я уже рассказывал, наверное, я старался вникнуть в суть. И мне это всегда помогало, потому что те, кто зубрили, им какой-то каверзный вопрос, зададут, они опять повторяют то, что зубнение, они говорят, мы тебя о другом спрашиваем, вот это скажи как. А это все, это уже нарушение парадигмы, это уже сбой программы. А когда я понимал смысл, я говорил своими словами, тык-мык-пык, но они видели, что я понимаю. Мне это всегда давало твердую тройку. Всегда. И 4 бонусом. Когда действительно, кто-то действительно понимал, что я разобрался в теме. Вот. И когда я вижу людей, которые четко знают Библию, меня поправляют, а жизнь их не поменяла, они такие же, крикливые, шумливые, еще какие-то вещи делают. Я думаю, лучше бы ты, Слово Божие не говорил, оно как богохульство в твоих устах звучит. Простите меня. Вот такое понимание кротости. Кроткий человек, он не будет учить других с позиции такой. Он будет скромно себя вести и действительно будет, сам себе переживать это слово и себя назидать. И очень кротко наставлять других. Кротко, аккуратненько, чтобы не это самое там. Вот. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот такое мое понимание. А взглянуть на вот этих всех иудейских деятелей, так они все пытались учить. Они все пытались с позиции своей святости и с позиции своей праведности другим это все дать. Но это не кротость. Это что-то противоположное кротости. Я не знаю, как это назвать. Что противоположно кротости? Надменность или что? Вот. Возможно. Вот. Поэтому, возлюбленные, я хочу, для того, чтобы мы были счастливы, мы не спешили учить других с позиции знания наизусть Слова Божьего, а чтобы мы сами внутри себя переживали это Слово, искали его, как оно работает в нашей жизни. Дальше. Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Это как раз то, о чем я говорил в начале. Чтобы мы жаждали, алкали правды. Чтобы нам всегда было недостаточно того, что мы сегодня познали. Чтобы мы всегда, как брат сказал, с утра искали путей его. Они новые пути сегодня. Бог творит все новое. Я размышлял, говорю, как бы сравнить то, что я сегодня пытаюсь донести. И вдруг такая мысль простая пришла. Помоги мне, пожалуйста, Ваня. Какой сейчас последняя операционная система? Windows за каким номером? Windows 11. А Pentium какой последний?
Я вот на 4 как-то это самое, а дальше не знаю, был ли больше Pentium, да? Был, да? Я не силен в этом, но вот как-то сравнение пришло такое. Вот представьте, что мы с вами Pentium 4, а операционку поставили Pentium 1. Ой, да, думаю, Windows 1, спасибо. Не, Windows 1. Я не ошибся. Был Windows 1 когда-нибудь? Или оно с тройки началось? Нет? Не знаешь? А какой был? Давай, спасибо, Ваня. А то сейчас тут нагоражу, для специалистов буду смешно. Давайте вот представим, на Pentium 4 поставить Windows 95. Вот. Там небольшой, думаю, функционал был. Да, он был рабочим, мы с него начинали. Но вот что можно было? Печатать можно было, еще какие-то там функции, но он немного функциональный был. Все-таки развитие пошло дальше. Вот, и мы как бы вот в этом и пребываем. Только печатать. Один брат говорит, мы меняем телефоны, да, у нас такие крутые телефоны, но мы пользуемся, смартфоны. Мы ими пользуемся только для того, чтобы поговорить. Ну, иногда что там, калькулятор еще там есть, и калькулятором пользуемся. Все. Но каждый раз мы следим за модой и покупаем все более новый и новый. Зачем? Если тебе нужно поговорить и калькулятором, то оставь себе Nokia первого выпуска, вот эту здоровую. Для твоих целей оно достаточно. Вот, друзья, как бы это ни звучало, может быть, там это самое смешно, но на самом деле мы иногда вот, мы Богом как сотворены, знаете, как, вот вложен в нас большой потенциал. Pentium 5, 6, как хотите, я не знаю, какой последний. Но операционка стоит Windows 95. Вот то, что мы раньше делали, мы вот в этом остались и не перепрошивались никогда не переустанавливались. Оно ж невозможно так. Ты мощный, ты очень мощный, Богом сотворен мощным, с большим потенциалом. Уже пора тебе перепрошить, пора тебе двигаться, потому что Бог желает именно этого обновления в нашей жизни. Вот, поэтому, если мы этого жаждем, если мы этого ищем, Бог будет нас постоянно перепрошивать. Он этого очень хочет. Чтобы мы сегодня соответствовали вот тем вызовам, которые дает это время. Знаете, я еще одно место зачитаю здесь, вот из блаженств, да. «Блаженные чисты сердцем, ибо они Бога узрят». Это понятно. «Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». А вот «блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Вот на этом блаженстве хотел бы особо остановиться. Я думаю, что религиозных людей особо не гонят. Это так. Можете не это самое, можете меня проверить. Они дьяволу, в общем-то, не мешают на самом деле. Не мешают. Они не опасны. Более того, они полезны. Иисус о них говорил, что что слепой говорит, может ли слепой водить слепого? Да, не оба ли упадут в яму? Или в другом месте он говорит про фарисея, вы пройдете там и сушу, и море, чтобы найти одного ученика, и его сделаете подобным себе. И как-то еще обозвал там наследником гиены огненной или что-то такое, да? Опять буквально не это самое, но смысл пытаюсь донести. То есть они даже полезны для того духовного мира. Эти люди могут увлечь в свою религию других. Почему я говорю, она опасна сегодня, религия для церкви? Потому что она может стать массовым заражением. Вы знаете, что, ладно, 1-2 человека религиозных в церкви, а если половина, а если больше половины, они заквасят всю церковь, безусловно, заквасят. Они своим голосованием все здравое в церкви быстро искоренят. Я это видел, я это вижу сегодня в современных церквях. Я не буду сегодня там где-то рассказывать. Оно сегодня есть. Оно сегодня есть. Когда религиозность заражает других людей, люди становятся достаточно духовными и уже не хотят воспринимать что-то новое. Вот о чем я сегодня хотел, чтобы мы задумались, с чем мы сегодня, сталкиваясь, пытались бороться. Это с нашей собственной религиозностью, в которую очень-очень легко зайти.
Но еще я подумал о некоторых вещах, которыми хочу с вами поделиться. Почему вот такие чудеса не произвели изменения в жизни многих израильтян? Более того, мы видим, что, мне кажется, язычники больше развивались, чем сам Израиль, быстрее. Вот и апостол Павел пошел к язычникам. Ну, я не берусь это утверждать, потому что просто меньше написано, может, за Израиль, как спасались израильтяне, но я вижу, как вот в Новом Завете, в Деяниях, как слово легко и как бы более могущественно, как мне кажется, распространялось среди язычников. Вот. Я сказал, что религиозные люди, если Слово Божие их не убеждает, если они не ищут Слово Божие, то никакие чудеса, никакие знамения их не убедят больше. Хотя Иисус и говорил, род прелюбодейный и лукавый ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо Иона пророк просидел 3 дня и 3 ночи в чреве кита, а Сын Человеческий что? 3 дня, да, в чреве земли провел. Спасибо, Иван. Вот человек, который, слава Богу, хорошо знает Писание. Вот. И я думаю, а почему? Почему так? Почему, если они требовали от тебя знамения, почему бы не дать? Может быть, это как-то их убедит? Они для того и ждали. Подтверди, что ты Сын Божий, что ты такой вот, кем себя объявляешь. Покажи нам тут фокусы. А Иисус им ответил просто. И не одним этим я сразу вспомнил притчу о богаче и Лазаре. Помните, что сказал в конце этой притчи Авраам этому богачу? Богач просил. Богач вроде верующий человек, он и Авраама-то узнал. Вот, и такой, знаете, сердобольный человек, как кажется в этой притче. Он беспокоится о своих братьях, которые, чтобы не пришли они в это место погибели. Он просил, пошли Лазаря, чтобы он предупредил моих братьев. Авраам сказал простые вещи. У них есть Моисей и пророки, пусть их слушают. На что богач ответил, нет! Но если мертвый воскреснет, тогда уверуют. Он говорит, если пророков и Моисея не слушают, то есть даже если мертвые воскреснут, не уверуют. Хорошая притча. И на самом деле она отвечает, на мои вот эти размышления. И действительно, я не знаю, вот в моей жизни не было так. Я не через чудеса и знамения пришел к Богу. Я был вот просто падшим грешником, я нуждался в прощении. Я, может быть, не на первое место ставил вот эти все вещи, чудеса и знамения. И я рад, что и сегодня они у меня не на первом месте. Я радуюсь этому, потому что у меня убедило Слово Божие, оно меня сегодня убеждает. Мне не нужно каких-то подтверждений. Я не отрицаю, возлюбленные, поймите меня, я не отрицаю сверхъестественных проявлений Божьих внутри церкви. И я сейчас поясню свою позицию, почему. Почему Иисус исцелял, почему Иисус бесов изгонял, почему Иисус воду в вино превращал и почему хлеб приумножал. Этому есть простое объяснение. Он делал практические вещи для восполнения нужд народа. Вот что я сегодня вижу в Писании. Это не были фокусы, чтобы в чем-то убедить людей. Это не были фокусы для того, чтобы подтвердить статус Иисуса Христа. Вот почитайте внимательно. Он этим пользовался только тогда, когда народ в этом просто отчаянно нуждался. Ни одного фокуса он не совершил в своей жизни. Не хватало на свадьбе вина, и надо было как-то их выручить. Он это сделал. Среди толпы народа были голодные люди, которых он не хотел отпустить домой не евшими. Он преломил хлебы и приумножил их. И так далее. И всех больных приводили, он их исцелял. И кто был одержим какой болезнью, изгонял бесов, потому что это было восполнение реальных нужд народа. Но заметьте, что когда Иисуса распинали, никто из них не вступился особо за Иисуса Христа. Как-то это не произвело духовного действия на сердца и умы людей. Когда он исцелил 10 прокаженных, только один вернулся поклониться. И он был язычник, он был самарянин, точнее. Он не был убежденным иудаистом, сектантом. Вот что ему помогло. Он не был достаточно духовным в своих глазах, он вернулся к Иисусу Христу.
Вот почему язычники, на мой взгляд, они быстрее развивались, почему язычники охотнее принимали Слово Божие, они не были зашорены религиозным каким-то учением одним. Они были в поиске. Они искали, алкали этой правды, жаждали этой правды, искали ее. И потому так горячо принимали Слово Божие. А кто противостоял всегда в языческих городах апостолу Павлу? Иудеи. Хотя одинаково слово звучало, с одинаковой мощью, может быть, с одинаковыми знамениями. Вы помните, там люди вывалились из окон, но Павел возлагал руки, они оживали, эти люди, да. Кто-то смертельно был болен, но он возлагал руки, исцелялись. Мы видели эти вещи. Язычники восхищались, язычников вот так занимало. Иудеи что делали? Видя все это же, гнали его. Гнали его. И вот сегодня я убежден в том, что на самом деле нам надо сегодня освободиться от той мысли, от тех убеждений, которые надеются, что мы достаточно духовны и все на этом. Ничего нового нам уже никто ничего не скажет. И здесь, конечно, мы приходим, чтобы послушать все старое, чтобы как-то восполнить эти знания, которые мы получили. Да нет, друзья. Очень много нового Господь говорит сегодня. Я рад, что я смог побыть на конференции. Я, не ищу этого, но раз в наш город приехали люди за большие деньги, как этим не воспользоваться? Я в это не вкладывался. Как не воспользоваться? Я знаю, что этим людям есть что сказать, у них есть опыт, они делятся опытом своим. Я сходил, мне это дорого не стоило. Друзья, это прекрасно. Я хочу, чтобы, помимо того, что мы здесь в собрании получаем, мы все-таки искали Господа помимо дома, может быть, где-то включали эти передачи, трансляции. Сегодня столько этого хлеба. Но если ты сегодня духовно достаточный, самодостаточный, тебе не надо, ты здесь-то с трудом сидишь, ждешь, когда время выйдет. И дома тебе не до этого, ты лучше кино посмотришь. Интернет же для этого, чтобы какой-то фильм интересный найти. Ты никакую конференцию ты не поедешь. Сегодня столько интересно. Моя жена поехала на интереснейшую конференцию по воскресной школе. Она просто звонит мне и от счастья кричит в трубку. Я так счастлива, что я здесь оказалась. Здесь такие вещи говорят, здесь такая глубина. Я рад за нее. Я рад за нее, что несмотря ни на что она пожертвовала своими выходными, но она поехала туда. Я не восхваляю сейчас нашу семью, не подумайте. Я просто говорю, что у нас есть ресурсы, которые могли бы восполнить нашу жажду. Пользуйтесь ими. Пользуйтесь этими ресурсами. Если мы не религиозные люди, мы ищем Господа с раннего утра, путей Его, то пусть Бог нам поможет сегодня восполнять нашу нужду. И для нас, верующих, может быть, эти чудеса и знамения не суть на первом месте, потому что Слово Божье. Я дальше хотел бы говорить, эти вещи будут уже вам известны. Я хотел бы говорить о том, что на самом деле Слово, оно на первом месте всегда. Что вера у нас от слышания, а вера не от чудес и знамений. Я эту мысль кинул сегодня, но хочу подтвердить, что вера наша, она не от чудес и знамений. Вера от слышания Слова. Именно Слово сегодня нас, если оно нас не убеждает, если, как написано, Бог века сего ослепил нам умы и на Слово не убедил, то поверьте мне на слово, никакие чудеса и знамения нас не подымут, как христиан. Они не смогут нас духовно развивать. Поэтому слава Богу, что многие из нас просто вникают в Слово, и мы, может быть, иногда достаточно этого нам. А то, что я сегодня говорю, чудеса и знамения, пусть они будут в церкви. Она всегда должна сопровождать верующего человека, и Иисус так пообещал, что у верующих же будут сопровождать сии знамения. Будут что? Исцелять, бесов изгонять, да? Даже смертоносность, что выпьют, не повредит им. Но для чего это? Не как фокусы, друзья. Во-первых, как мне кажется, это больше для неверующих нужно, чтобы привлечь их внимание. Это мое такое мнение. Больше я склоняюсь к тому, что это практические вещи, которые восполняют нужды окружающих нас людей. Но иногда, может быть, этим можно привлечь человека через сверхъестественное к живому Богу. Может быть так. Но Бог сказал, что это неотъемлемая часть, которая будет сопровождать уже уверовавших людей. А все-таки вера у нас от слышания Слова Божьего. И я хочу, чтобы сегодня этот упор, он делался, чтобы мы в церковь звали не для того, чтобы приди в церковь, ты там исцеление получишь, ты там освобождение от бесов получишь. Приди в церковь, ты истину познаешь, и истина сделает тебя свободным. Это я, да, шумлю.
истина делает свободными, не изгоняющие бесов, не исцеляющие от болезни. Знаете, они, если вернуться к своим... Знаете, вот одна вещь тоже, неприятная, но скажу. Вот когда мы проводили энкаунтеры эти, я, такую вещь заметил. Ладно, один раз провели, кто-то вышел, и за них молились, и мы видели, что они освобождение получали. Мы радовались за них. Но там было такое слово: друзья, вам обязательно нужно еще пост-энкаунтер провести, работать над собой. Этот энкаунтер проводился не для того, чтобы освободить там от нечистых духов. Надо дальше работать, чтобы развиваться, чтобы расти теперь в правильное русло. Вас освободили от того, что мешало течь этой живой воде по этому руслу. Вот теперь это русло свободное. Развивайтесь в этом. Но когда через год, через полтора проходил такой же энкаунтер, те же самые люди, простите, за редким исключением, опять выходили и опять там освобождение получали. И для меня, такой вопрос: а что происходит-то? Что происходит? Они или освобождение не получили? Да нет, получили, там явные свидетельства были освобождения. А происходило то, что люди на этом успокаивались. Они не искали потом Бога, они не пытались развиваться в духовную часть. Они оставались в своей прежней жизни, и это все возвращается. Поэтому я хочу сегодня просто подтвердить ту мысль, что, друзья, не на этом зиждется наша вера, не на исцелениях, не на чудотворениях, не на изгнаниях бесов. Это все-таки начатки учения, как в 6 главе Евреям написано. Он говорит: давайте мы оставим эти начатки учения о возложениях рук, а пойдем дальше, пойдем дальше. И вот это дальше, я хочу, чтобы это было нашим желанием сегодня, двигаться дальше. Сделать перепрошивку на нашем мощном пентиуме. Поставить последнюю операционку. И принимать новое. Принимать новое. Мы к этому призваны сегодня, чтобы через нас Бог мог действовать и влиять на окружающий нас мир. Поверьте, сегодня религиозные люди, религиозные церкви не могут повлиять на мир. Только люди, двигающиеся в ногу со временем, в ногу с Богом, в ногу с Духом Святым. То простое и, может быть, не новое я хотел сегодня сказать, чтобы мы помолились. Помолились за меня, потому что я тоже вижу, что я в какой-то стагнации нахожусь. Хотя я вроде ищу Бога, но такого явного прорыва пока нет в моей жизни. А я очень хочу, как сказал брат, выйти на новые пути Божьи, чтобы я был полезен для Господа, был полезен для вас. Не просто каким-то таким обличителем с кафедры. Я не этого ищу. Я хочу вдохновения. Хочу вдохновить и вас, и себя, чтобы мы сегодня понимали, что мы духовно нищие. Мы сегодня нуждаемся в Духе Святом, который развивает нас. Мы хотим наполняться все больше и больше, чтобы сделать гораздо больше для этого города, гораздо больше для такой республики. Потому что мы к тому призваны. Благословит Господь. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, Владыка, Святой Бог, я благодарю Тебя, Господи, за Твое Слово. Быть может, я не смог донести его, как хотелось бы мне, Отец Божий, но Ты, Дух Святый, это можешь сделать в любое время, Господь Божий. Только ли бы человек искал Тебя, искал Твоих откровений, Господь, а Ты полон откровений для нас, Господь Божий, Бог мой. И я хочу, чтобы сегодня не было стагнации нашей духовной жизни, чтобы мы не почитали себя духовно достигшими, Господь Божий, Бог мой, но, Боже, стремились к почести высшего звания во Христе Иисусе, искали Тебя, искали путей Твоих каждый день, Господь, и обновлялись со дня на день, Господь Боже, чтобы среди нас не было этой мертвой религии, чтобы мы не были угодными дьяволу, Господь, в этой религии, Господь, своей, Отец, но, Боже, чтобы мы, хотя и были бы гонимыми, но были счастливыми людьми, потому что Ты сказал, что мы будем счастливы, когда будем гонимы. Мы будем счастливы, когда будем плакать, переживать какие-то вещи в нашей жизни. Мы будем счастливы, когда будем нищи духом. Ты хотел нас сделать счастливыми, Господь Боже, так дай нам быть счастливыми сегодня. Научи нас этому, Господи. Дай нам самим хотеть, возжелать этого, быть счастливыми в Тебе и пережить всю эту полноту, Господь Боже, развиваясь в Тебе, Господь Боже, не останавливаясь на том, что мы познали. Я же благодарю Тебя, что сегодня столько возможностей даешь, Господь Боже. В это особенно последнее время мы столько информации можем получить, столько Слова Твоего, Господь Боже, столько, Господи, хороших проповедей, Господь Боже, и людей, Господь, которые двигаются в Духе Святом, которые могут нас чему-то научить, Господь. У нас есть сегодня все эти ресурсы, было бы наше желание, Господь Бог мой, Отец. А я за все благодарю Тебя, за все славлю. Любящий, добрый Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.